вечный огонь нам завещанный огнем мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Привет с тех мест, где нет невест, где нет любимых рядом с нами. Мы здесь не ходим строевой, пыль отбивая сапогами. Когда вернешься ты домой, не забывай таких традиций, и первый тост свой поднимай за тех, кто служит на границе. Когда вернешься ты домой, не забывай таких традиций, и первый тост свой поднимай за тех, кто служит на границе. Может, трудно нам придется, когда в тиски зажмет судьба. Железо может и согнется, но пограничник никогда. Американская общественная организация пограничников братства внести. Добрый день, уважаемые ветераны, пограничники, все ваши гости, приглашенные.
Сегодня на нашей конференции присутствует генерал-майор в отставке, почетный сотрудник органов безопасности, председатель Совета УФСБ Чувашии по Чувашской республике Тихонов Вячеслав Архипович. Руководитель от Юниттекс, от Министерства образования, а также куратор юнармии Чувашии Краснова Елена Германовна. Заместитель председателя Союза ветеранов пограничных войск граница Спиридон Юрий Николаевич. А также майор пограничных войск, майор запаса пограничных войск, член Совета УФСБ России по Чувашской республике Миронов Сергей Егорович. Также хочу сказать, что у нас на нашей сегодняшней конференции присутствует, участвует отряд юных друзей-пограничников, опытный СОЖ Сивильского района, а также руководитель. С нами вместе сегодня Никандрова Надежда Георгиевна. По данным регистрации на конференции присутствуют 67 делегатов Чувашской республики. С Шемушинского отделения, с Чебоксарского отделения, город Чебоксары, Маргарского отделения, Урмарского отделения, Шумлинского отделения, Альковского отделения, Бурнарского отделения, Комсомольского отделения, Батовского отделения, Новочебоксарского отделения и Брестского отделения, Сивильского отделения. С 13 отделений у нас всего 19 отделений. 17 отделений и из 2 отделений городов Чебоксары и Чебоксары. Новочебоксарск. Какие будут предложения по открытию конференции? Открыть. Поступило предложение открыть конференцию. Кто за это предложение? Единогласно. Прошу. Кто против? Кто воздержался? Заведение собрания. Филиппов Геннадий Николаевич. Я прочитаю список. За этот список проголосуем. Данилов Алексей Гаврилович. Ситриванов Егор... Кто кого называет? Вставайте. Ситриванов Егор Михайлович. Быков Анатолий Алексеевич. Тихонов Вячеслав Архипович. Антонов Александр Николаевич. Шорников Анатолий Борисович. Азиков Виталий Семенович. Аванский Олег Петрович. Кто за данную кандидатуру в президиум, прошу поднять руки. Названных лиц прошу занять свои места, свои рабочие места. Для ведения протокола конференции необходимо избрать секретаря. Какие будут предложения по кандидатуре секретаря? Секретаря. Секретаря. Прошу проголосовать за кандидатуру секретаря. Прошу проголосовать. Кто за? Заванского. Единогласно. Кто воздержался? Принимается. Есть предложение поручить ведение конференции Озяков Виталий Семенович, председатель Шумлинского отделения пограничного братства. Волнующий, извините, пожалуйста, тут не видно меня. Уважаемые товарищи, перед началом я хотел бы попросить вас всех приглушить ваши телефоны, потому что вопросы серьезные, и поэтому они нас будут отвлекать. Я вас очень прошу. Пожалуйста. Значит, на рассмотрении... А микрофон возьми. Кто будет выступать, да? Ходит? Включит, да? Включит. Включать надо. Включили, да? Да. Слышно? Нет, слышно.
Извините, пожалуйста. Значит, на рассмотрение нашей сегодняшней конференции вносятся следующие вопросы. Повестка дня такая. Отчет о работе, значит, Чувашской республиканской общественной организации «Пограничное братство» за 2018 год. Выборы управления или совета, мы потом с вами решим, «Пограничное братство», организационные вопросы на 2019 год и разные. Кто за данную повестку дня, прошу проголосовать. Спасибо. Все единогласно принимается. Значит, здесь я немножко я говорю, день рождения тоже, значит. Слово для отчета по первому вопросу предоставляется председателю Чувашской республиканской общественной организации «Пограничное братство» Шорникову Анатолию Борисовичу. Добрый день, уважаемые участники конференции «Пограничник Чувашии». Я буду краток, много не буду говорить. Я буду говорить самое главное. Наша Чувашская республиканская общественная организация «Пограничное братство» организовалась в 2011 году активными пограничниками во главе Плотского Павла Владимировича. Правление вошли те активные пограничники, которые хочу, как говорится, отметить. Заместителем председателя является Аванский Олег Петрович по спортивной части пограничного братства. Вы его знаете. Олег Петрович. А также члены Андреева Сергея Юрьевича по транспортной части, по финансовой части Филиппова Владимира Юрьевича. Был у нас Балуков, он почему-то отказался. По хозяйственной части Макар Андрей Анатольевич. Сегодня его нет, он по делам, знаете, не смог приехать. Юридически наша общественная организация была в 2014 году зарегистрирована в Минюсте. Наша цель главная – патриотическое воспитание молодого поколения, а также увековечение памяти пограничников Чувашии. Мы с самого начала в 2013 году и в 2014 году провели автопробег по местам захоронений пограничников Чувашии, которые погибли, защищая свой долг, защищая Родину и выполняя интернациональный долг в Афганистане, где пограничников у нас. У нас сейчас прибавились тоже Сибирского района, Чебоксарского района тоже. У нас еще есть ветераны пограничники, которые погибли. В 2015 году пограничники Удмуртии проезжали через Чувашию на боевой расчет, мы их встречали. Важнейшее мероприятие. В 2016 году мы ездили в Удмуртию на фестиваль патриотической песни «Застава». В 2017 году мы провели автопробег в Приволжском федеральном округе «Живая память», где участвовали пограничники Чувашии, пограничники Марьев, а также Киевской области. В 2017 году, в прошлом году, я сам лично участвовал в акции «Родину беречь, долг и честь», который состоялся в Саратове. Я как руководитель рассказал о нашей работе. Наша работа была высоко оценена начальником пограничного управления ФСБ России по Саратовской областям генерал-майора Сергея Ивановича Митюшина. В 2018 году мы столетие пограничным войскам было провели. Помогли провести эстафету на территории Чувашской республики. Это все есть телевидение, СМИ, на сайте на нашем.
руководитель этого совета Арсен Арбазанов высоко оценил нашу работу. Сейчас проводится выпуск деньги по проведению этой эстафеты, а также документального фильма. Также он на днях мне позвонил и сказал, что 19 июля в этом году в Уфе будет состояться встреча, которая ветеран-пограничник, мы с вами вместе поддержали Совете пограничным войскам. Это советы значимые, это российского значения. А также наша делегация в 2018 году, хоть ну, Совете пограничным войскам, съездили в город-герой Брест. К сожалению, я сам не смог съездить. Ну и, как говорится, сегодня мы проводим 7-ю конференцию пограничной Чувашии. Рано, что сегодня полный весь наш зал. В этом году хочу отметить, также мы сибирские земля нас всегда горячо принимает с радостью. Мы в этом году одели билеты нашим юным друзьям-пограничникам. Опытный СОЖ Сибирского района, я уже говорил. Я много не хочу говорить. Сегодня работы полно. Вот. Я хочу зачитать. Кому интересно, заходите, пожалуйста, на наш сайт. У нас 7.5 там публикуется. Я хочу зачитать поздравления за ту работу, которую мы проводим. Меня избрали в 2014 году председателем. Я 5 лет отработал. Сделал, что от меня хотелось, и правление здорово поработало. В таком же составе, который сейчас работает, мы совместную работу проводим Советы ветеранов УВСБ Чувашской Республики, а также с постом пограничного контроля Чебоксар аэропорт, где руководителем является капитан Пеникин Иван Сергеевич. Сегодня он должен был присутствовать, но по работе не сможет. Мы объединяем 5 тысяч, больше 5 тысяч пограничников Чувашии. Нашим членом является 555 ветеранов пограничников. Огромную работу проводят они. А также жаль, что сегодня не смогли прибыть Чувашско-Сомельская школа Аликовского района, где я сам тоже родом. Вот Ирина Германовна знает, как они выступают каждый раз, им тяжело. Каждую неделю куда-то есть в Киевском паре выступают. Так Ирина Германовна немного расскажет, что у нас много очень руководителей занимается ОБЖ, преподаватель организации ОБЖ, Тиняков Николай Иванович, Токарев Николай Алексеевич. Сегодня в Москве не смог он приехать. А также у нас и 53-я школа, тоже вы знаете. Ну, все у нас. И Громов Казань Николаевич, они все пограничники. Все у нас пограничники. Огромное спасибо за ту работу. Нам сертификат тоже дают от Чуваши, то есть он тоже руководитель, как говорится, пограничники. Но я много не буду говорить, времени не хватит. Я поздравления хочется огромное за ту работу. Приветственные слова прислали. Сейчас зачитаю. Конечно, мне пограничники просят, наверное, как говорится, я обо всех не могу рассказать. Вот я хочу отметить, вот у нас всегда, каждый год, всегда к нам приезжает 85-летний пограничник, ветеран, вот самый старший сегодня, он плохо слышит. Он каждый год приезжает. И первый сегодня. И первый сегодня приезжает. Ему 80-летним поздравляли, конечно, он плохо слышит, но я хочу отметить, я очень рад, что он каждый год приезжает с Ядинского района, село Чебаково. Спасибо. Присядьте, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Вот он медаль тебе вручил, как? Это попозже. Нас поддерживают не только в Чувашии, не только, как говорится, в Саратове. Нас поддерживают также сыны Отечества. Прислали
приветствие участников конференции «Человек пограничных прав». Салам Хире Пурнете, Хире Привлаксен. Уважаемые боевые друзья, товарищи, единомышленники, друзья, в день вашего недопольного форума за 18 год примите слова признательности за неукоснительное исполнение вами, сыновьями чувашского народа, воинского долга и неразрушимость традиций боевого братства пограничников. Особую благодарность ветеранам пограничных войск, участникам локальных войн. Вся жизнь, пример подлинного героизма и доблести для всех нас. Вы заслужили уважение и сегодня с гордостью носите звание пограничников советской и российской армии. Вы, воины-пограничники, являетесь живым примером мужества, стойкости, самоотверженности, выдержки и верности своему гражданскому долгу для молодых людей родной Чувашской республики, готовящихся к службе в рядах вооруженных сил. Вы с честью исполнили свой долг. А сегодня совместно с другими общественными организациями, в том числе и сыновьями Отечества, вносите неоценимый вклад в политическое воспитание школьной молодежи. Мы низко склоняем голову и вместе с вами искренне скорбим и ваших боевых товарищей, не доживших до этой даты. Проходят годы, вырастают новые поколения, но всегда есть и будут в почете люди, которые, пройдя неимоверные испытания, остаются верными своей воинской присяге. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческой, результативной дискуссии и позитивных решений во благо Отечества. В канун нового 2019 года также хочу пожелать всем ветеранам, военным пограничникам, участникам локальных войн, их семьям, всем матерям, женам, сестрам, не дождавшимся своим сыновей, родных и близких, здоровья, мирного неба над головой, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов и хорошего настроения. С уважением по поручению коллектива Московская региональная общественная организация товарища офицеров Отечества, представитель вице-адмирал Вячеслав Алексеевич Ильин, 2018 года. Вот он написал, он же, как говорится, нашему коллективу вручены медали. Коллектив Чурок пограничных прав награждается медалью летчик-космонавт Адран Григорьевич Николаевич за личный вклад в служение Отечеству, представитель Московского Отечества, медаль не успели прийти, вот он прислал ксерокопию, это, как говорится, удостоверение, нам вручат в следующем мероприятии, ну, может, до Нового года у нас, наверное, соберется правление или совет, как говорится, а также поздравление 95-летнего ветерана Канарского района, генерал-майор, вот он, прислал тоже наши, как говорится, я могу зачитать, если хотите, зачитаю, если, как говорится, этот, а? Давайте покороче, хорошо? Кому интересно, сюда подойдите, почитайте. Виктор Михайлович Михайлов, 22 декабря, так, это он, 94 ему лет, Шигазанский генерал, этот, с Канарского района, деревня Шигазан, село Шигазан, генерал, написал, вот кому интересно, можете подойти, почитать. А также нас поздравил, так, Днем Героев Отечества, Ильин, 9 декабря тоже он поздравлял, вот, есть поздравления. Тут и стихи есть. А также у нас Шурчанин поздравил, удостоверение ЧК КПРФ награждает почетным орденом 100 лет Ленинскому комсомолу. Коллектив Чурок пограничества. Уважаемые ветераны-пограничники, мы все молодцы были комсомольцами, поэтому нам это надо. Правильное поздравление, уважаемые ветераны. А? Кому интересно, подойдите. Мне уже вручили, сын отец, я получил. Хорошо. Уважаемые ветераны, нас всегда поддерживает Тихонов Владимир Петрович. Он был преподаватель Академии пограничной службы ФСБ России. Сейчас он полковник в отставке. Он всегда нас поддерживает. Вчера тоже звонил ко мне. И с Москвы звонит ко мне как руководителю пограничного братства. Это отрадно, что нас знают, нашу работу оценивают, нас поддерживают действующие пограничники Самарского отряда, а также Саратовского. С вашего позволения я вот это зачитаю и завершу свой... Владимир Ильич, я завершаю свое, я это зачитаю.
Пока все укладывайтесь. Делегатам 7-й конференции пограничников Чувашии, уважаемые земляки, боевые товарищи, сегодня вы, кто прошел суровую службу на священных рубежах Родины, выполнял интернациональный долг в Афганистане, кто гордится зеленой фуражкой, для кого был и остается святым девиз «Отечество, долг, честь», подводите итоги проходящего 2018 года столетия учреждения пограничных войск. Вами проводится значительная патриотическая работа, о чем свидетельствуют материалы пограничной прессы, журналов «Пограничник», «Ветеран границы», «Пограничник Содружества», «Вестник границы России», газеты «Граница России», республиканских СМИ и в интернете. У пограничных братств сложились деловые связи и тесное взаимодействие с ветеранскими организациями, управление ФСБ по Чувашской республике, афганцев, Московской региональной общественной организации выходцев из Чувашии, товарищества офицеров сынодейства. Предстоящий 2019 год активной подготовки к 75-летию Великой Победы, 30-летию вывода советских войск из Афганистана, 50-летию учреждения нагрудных знаков отличия погранвойск и других памятных и знаменательных дат России, Чувашской республики, органов безопасности и пограничных войск. Примите, дорогие товарищи, искренние пожелания дальнейших успехов и удачи в делах и начинаниях, оптимизма и неиссякаемой энергии, доброго здоровья и благополучия. С уважением, ветеран пограничных войск и органов безопасности боевых действий Республики Афганистан, полковник в отставке Владимир Петрович Тихонов, 20 декабря 2018 года. Уважаемые ветераны пограничники, я завершаю свой отчет. Вы, наверное, убедились, что о нашей работе не надо много рассказывать. Они публикуются в сети, и СМИ, я уже говорил, и поздравления поступают. Хотелось бы пограничник дальше работали. Мой срок сегодня выходит, 5 лет работы. У нас в Урнарском районе отряд юных друзей пограничников, 6 отрядов. Урмарской, это доказывает недавний слет, 6-й слет юных друзей пограничников в селе Калинино, Урмарского района. Шихабулова в Урмарском районе. У нас и Красноармейском районе тоже есть. Во многих районах. В Чебоксарах у нас руководитель Фильтов Александр Анатольевич выпустил. Представитель СП границы Спиридонов Юрий Николаевич. Вместе мы и автоборки проводили Санкт-Петербург, Москва в 2010 году. Ну, не будем говорить, мы совместные мероприятия тоже проводим. Боевой расчет, День пограничника. Огромное спасибо, уважаемые ветераны. Уважаемые делегаты, пожалуйста, есть вопросы? У кого какие вопросы, Анатолий Борисович, по докладу? Я хотел, значит, свои ошибочки исправить, значит, до регламента, значит, Анатолий Борисович четко он уложился, значит, мы выступающим будем давать до 5 минут, наверное, вы согласимся, да? И в течение 2,5 часов мы работу сегодня должны завершить. Именно сегодня, на завтра не будем исполнять. Вы согласны со мной, да? Кто за данный регламент, я вас прошу проголосовать. Спасибо. Так, переходим к выступлению по докладу. К обсуждению доклада, точнее, наверное. Кто первый? Первому чуть-чуть больше мы дадим время. Все же я думаю, что знать, мы передадим слово Никандровой Надежде Геронтьевне. Пожалуйста, я думаю, что мы вас внимательно слушаем. Вы молодцы, вот здесь вы пришли с такими ребятами, нашими будущими защитниками. Огромное вам спасибо за посещение нашего мероприятия. Спасибо огромное. Уважаемые участники конференции, уважаемые гости, уважаемые ребята, я рада вас приветствовать на таком торжественном мероприятии, и действительно нам очень радостно, мы почувствовали такой почет и такое уважение подрастающему поколению. Я хочу выразить отдельную благодарность вам, пограничникам, что вы так заботитесь о подрастающем поколении, об учениках, о тех, кто будет вас поддерживать, кто будет продолжать ваш путь. Мы, ученики средней школы поселка Опытный, это 6 А класс, в этом году, в 2018 году, такой знаменательный год, год столетия пограничных войск,
как раз пополнили ряды юных друзей-пограничников, и мы очень рады. К сожалению, вот я не вижу, можно ли уже мне начинать? Да. Я сейчас хочу вам рассказать о нашем музее. Наш музей, школьный музей, носит имя знаменитого человека, не только Чувашии, но и по всей России. Это генерал-полковник Александр Григорьевич Викторов. Это наш земляк. Он родился в селе Иваново Цивильского района. И мы считаем, что это наш кумир, наш ангел-хранитель, потому что он неоднократно бывал в нашей школе. При открытии музея, в честь открытия музея он нам подарил много ценных экспонатов, и мы храним эти экспонаты. И недавно, в 2007 году, 10 почти лет назад, присвоили нашему музею имя Александра Григорьевича Викторова. Вот о деятельности нашего музея я хочу рассказать. Мы подготовили буклеты про наш музей. Я оставлю здесь тоже на столе, потом вы можете ознакомиться с ними. Хорошо? 3 буклета. Задача работы музея. Появился слайд, да? Да. Хорошо. Они, в общем-то, всем известно. Да, много задач. Это и учебные задачи, и воспитательные задачи. Но я хочу отметить здесь именно патриотическую работу. Именно формирование гражданской ответственности, уважение к культуре, уважение к истории. Это самое главное в нашем музее. Музей создан в 1989 году. Он занимает площадь около 50 квадратных метров. Руководителем с 1994 года являюсь я, так как я являюсь еще учителем истории, обществознания, и вот мне поручили руководить еще музеем. Основными направлениями работы музея являются экскурсионная работа, работа с документами, поисковая работа, культурно-просветительская работа, патриотическая работа прежде всего. Фонд музея состоит из более чем 600 экспонатов, среди которых более 200 единиц подлинных экспонатов. Разделы музея, их несколько, их 9 разделов. Центральное место занимает, конечно же, экспозиция, посвященная Александру Григорьевичу Викторову. Также у нас есть экспозиция, посвященная Ивановской земской школе. Ивановская земская школа, открыта она еще в 19 веке, одна из старейших школ Чувашской республики. Также у нас есть предметы быта, утварь. Все появляется, да, уважаемые? Я вот коротко говорю, чтобы вы остальное могли прочитать. Наиболее ценными экспонатами являются, конечно же, боевые награды. К сожалению, вот орденов нельзя в музее хранить, в школьном музее. У нас есть медали. Медали, которые нам подарили с документами ветеранам Великой Отечественной войны. Мы их бережно храним. Это и китель генерал-полковника Викторова Александра Григорьевича. Это письма с фронта. Бивень мамонта, самый старый экспонат у нас. И такой один из самых интересных экспонатов – это амбарный замок, старинный амбарный замок, деревянный, который всегда вызывает вот такое удивление и заинтересованность. Организационную работу проводит совет музея. Совет музея входит по одному ученику от каждого класса. И еженедельно мы собираемся на совете, каждый класс получает работу свою, задание какое-то, и в следующей неделе выполняет. Важное место занимает экскурсионно-массовая работа. Проводятся экскурсии не только для учеников. Для учеников 1 сентября, 23 февраля, 9 мая, это всегда регулярно проводятся экскурсии. А также с гостями школы, это и ученики из других школ, учителя из других школ, гости из зарубежья даже гости. И мы посчитали, что в последние годы наш музей посетили делегации не только соседних регионов, но и из Крыма у нас бывали, и из Великобритании, и даже из Соединенных Америки, казалось, так далеко. Но вот у нас были такие гости. Военно-патриотическая работа, я уже сказала, важное место занимает. И вот смотрите, здесь фотография должна быть. Именно пограничников. Появилась фотография, да? Нет еще? Так, смотрим. Наверное, это уже перелистнули. Хорошо. Предыдущий слайд должен быть. Пограничники к нам приезжают очень часто. Вот я посчитала, в этом году 4 месяца мы учились. Мы 4 раза встречались уже с пограничниками. И нам это очень приятно. Участвовали на 6-м слете юных пограничников, правда, в качестве зрителей только. Пока нам еще рано, наверное, 6-классникам состязаться со старшеклассниками. Но нам очень понравилось, и
мы подарили участникам свою песню. Сегодня стараемся тоже для вас исполнить. Общественно полезная работа, также она очень важная роль играет. Мы ухаживаем за памятниками не только на территории поселка Опытные, но и на территории, находящихся на территории близлежащих населенных пунктов. Вообще в нашей школе учатся 350 ребят из разных населенных пунктов. Не только из Севильского района, но еще и соседних районов. 2 школьных автобуса у нас, они возят детей, вот 4 рейса делают каждый день. 4 рейса, да, 4 рейса обратно. Шефством над ветеранами войны и труда, к сожалению, сейчас у нас не осталось вообще участников Великой Отечественной войны на территории нашего поселения, но мы бережно храним о них память. Мы являемся участниками различных соревнований, должны появиться здесь наши достижения, наших школьных команд «Орлят» и «Зарничников». Культурно-просветительской работой занимаемся. В нашем поселке есть детская музыкальная школа искусств, туда наши ребята тоже ходят. Носит она имя нашего еще одного знаменитого земляка, композитора Анатолия Михайлова, кстати, автора гимна Цивильского района. И мы регулярно проводим совместные мероприятия. Научно-исследовательская работа также занимает важное место. Каждый год наши ученики пишут работы, исследовательские работы о участниках Великой Отечественной войны и занимают призовые места. Также вы можете увидеть здесь места, которые занимали наши работы. Что касается нашего музея, достижений нашего музея, то мы неоднократно принимали участие в различных соревнованиях, конкурсах республиканских. Вот одно из последних наших достижений, это в 1918 году. Вот в этом году мы заняли почетное 3-е место в республиканском конкурсе «Лучший музей», посвященный увековечению памяти защитников Отечества и совершенных ими подвигов, который проводил ЮНИТЕКС. И мы продолжаем сотрудничать с ними и хотим также продолжить работу по патриотическому воспитанию. Музей проводит также инновационные формы работы. Мы составили буклет о нашем музее, с которым можете ознакомиться. Также у нас есть сайт нашего музея. Ссылку на сайт вы можете найти в нашем буклете. Мы всегда помогаем тем, кто просит у нас помощи, в силу наших возможностей. Вот недавно в нашу школу приезжал Александр Германович Мясников. Он входит в редколлегию журнала «Граница» в Москве и попросил помощи собрать материал об Александре Григорьевиче Викторовиче для того, чтобы снять о нем фильм. И вот здесь есть ссылка на этот фильм. Она есть ВКонтакте, она есть у Анатолия Борисовича, насколько я знаю, да? И там мы также стали главными участниками, про нас тоже там несколько слов сказали, нас показали, наш музей показали. Поэтому нам очень приятно вот сотрудничать с вами, и мы горды тем, что в Цивильском районе это первый класс юных друзей-пограничников. И хотим с вами дальше работать. Спасибо большое, Владимир. Я хотел от Совета ветеранов ФСБ, Викторова, я газету обещал, сегодня забыл генерал-полковника, обязательно вот вам газета, это последняя, это последняя, это музей вам, который обещает. Генерал сейчас не будем беспокоить. Хорошо. Вот. А Викторова, генерал-полковник Викторова, я вам обязательно привезу. Я передал Антону Борисовичу, он потому что не передал вам. Я забыл нам где-то. Наверное, да. У меня есть еще, вот я вам обязательно в музей, есть еще фотографии, которые фотографируюсь, я эту фотографию делал, вам привезем. Да? Спасибо большое. Кстати говоря, мы вот организовали в нашем кабинете истории, библиотечку юного пограничника. И там все газеты выложили, все книги, которые вы нам подарили. Вот Александр Германович Мясников нам подарил много книг. Мы туда все выложили. Ребята потихоньку читают и знакомятся с биографией различных деятелей пограничной службы. Также, да, я хотела еще, знаете, что сказать, очень важное. Вот мы подготовили газеты про пограничников, также можете потом прочитать. И вчера в нашей школе был школьный фестиваль искусств, и мы каждый год проводим такой фестиваль искусств, показываем различные сказки. Мы в этом году решили не просто сказку показать, а именно про богатырей. И вчера с триумфом прошло наше выступление «Богатыри земли русской». И наши юные пограничники были
в ролях Ильи Муромца и других защитников нашего Отечества. Поэтому вот мы продолжаем ваши традиции. Спасибо большое. Огромное спасибо. Сейчас я хочу представить слово Данилову Алексею Гавриловичу, председателю сибирского отделения. Мне кажется, они тесно, так сказать, друг друга еще знают. И он продолжит сейчас, пожалуйста. Просьба только регламент соблюдать. Пожалуйста. Постараюсь коротко. Хочу сказать спасибо огромное Чувашской республиканской общественной организации пограничников, пограничного братства, что под ее флагом собрал столько хороших, достойных сынов Отечества, достойных защитников и, соответственно, собирает уже не только ветеранов пограничных войск, но уже и детишек. Наши цели и задачи понятны всем. Это военно-патриотическое воспитание молодежи, укрепление их духа. И, соответственно, наверное, сейчас уже идет такая тенденция, что мы не просто как бы ветеранское движение, мы уже, наверное, пишем и делаем историю в том плане, что мы готовим молодежь к поступлению в военные вузы. То есть юные друзья пограничников — это не только наша как бы общественная работа, но и подготовка детей к военной службе. Не только в армии по срочной службе, но и поступление в высшее военное училище. Прерогатива, конечно, отводится к училищам ФСБ Российской Федерации. Вот. Хочу огромное спасибо выразить нашему председателю Шорникову Анатолию Борисовичу. Я повторяю это постоянно, каждый раз, чтобы все понимали, что пограничное братство — это уже далеко не общественная организация, это уже, наверное, для многих и семья, и дружба. Мы здесь все познакомились, мы здесь скрепились. Я в любой район уже не побоюсь поехать. Там есть пограничники, которые меня знают, которых я их знаю. Это, думаю, очень важно, потому что это и есть цель ветеранского движения. Больше знать, больше видеть, больше дружить в Чувашии на данный момент. Ну, все понимают, что уже из Чувашии даже пограничное братство вышло, нас уже знают везде. И в том подтверждении это эстафета Ямал-Москва, Цивильский район. И здесь, я думаю, был лучший. Это уже как отчет, Анатолий Борисович. Встретили, хорошо, проводили, тоже с достоинством. Я думаю, Цивильский район неплохо провел это мероприятие, свой отрезок. Вот. Огромное вам спасибо за наше пограничное братство, за то, что вы нас пригласили, за то, что вы нас поддерживаете. Дальше будем работать, надеюсь, не подведем. Спасибо. Алексей Гаврилович, какую оценку дадите работе чувашской организации? Вы оценку? Я здесь не первый раз, и хочу сказать, что, наверное, первые конференции меня не было, во второй, третьей мы были по гражданке. Сегодня я по гражданке, мне здесь остаться надо. Вот. А так вот, я смотрю, 18-й год, это был самый пик развития нашей организации, это был рывок реальный. Мы уже все по форме, мы уже все дружно собираемся по любому поводу. Мы уже легки на подъем, мы уже готовы ко всему. Ну, я думаю, это отлично. Намекаешь на хорошую оценку, да, или какую оценку? Если хорошо удовлетворительно, значит хорошо. Удовлетворительно, так, да? Да, удовлетворительно. Спасибо. Удовлетворительно или не удовлетворительно? Да, удовлетворительно. Все, спасибо. Еще пользуясь рекламной паузой, хочу сказать, что 29 сегодня мы решили, 29 декабря мы приглашаем на корпоратив пограничного братства. Мы были в прошлом году, приезжало 4 района: Комсомольск, Ибриси, Чебоксарский район, Цивильский район, город Чебоксары. Приглашаем. Просьба сообщить заранее, что... Спасибо, приедем обязательно, спасибо. Так, еще кто желает выступить? Из зала, пожалуйста. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Нет, уже выходит. Представьтесь, пожалуйста. Ибриси.
Спасибо. Здравствуйте, делегат конференции. Делегат конференции. Я хочу пожелать всем школьникам, которые пришли сюда, здоровья, успехов за их присутствие. И хочу сразу остановиться по регламенту. В Бельском районе у нас организовалось в 2016 году пограничное братство. Это создан был оргкомитет в начале, в конце осени, в октябре. И первой целью было создание монумента в сквере памяти. Собрались где-то около 40 человек, более активных людей. И в состав этих людей был избран оргкомитет. И быстрым темпами, где-то за месяц заложили камень. И где-то 12 ноября торжественно открытие было камня. И в марте следующего года, уже в марте, через 6 месяцев, был, значит, проект, эскиз, макет, согласован, обсужден и принят уже в материале. И 28 мая 2017 года торжественно был открыт, у нас были присутствующие в записи, торжественно был открыт этот монумент. Монумент Стелла. Целый мемориальный комплекс, значит, в нем входил знак, пограничный знак, и стелла из 3 гранитных камней и монументальной надписью. В этой работе мы, по сути, как начинающие были, и много нам помогли, значит, друзья-пограничники с Комсомольского района и Ячевского района. На средства всех членов пограничного отделения было создано. Все средства, большая сумма, по сути. И за короткое время вот почти завершили. Ну, доделки были, конечно. И после этого вся задача, первая задача объединения у нас завершилась, по сути дела. Где-то к осени там была цель поставлена. То есть, как оргкомитет, по сути дела, свою миссию выполнила, нужно было новую структуру управления. А сложность в управлении у нас в районе 200 человек где-то числится, состав членов 27 человек, и эта система была создана, система управления. Это часть, которые входили в оргкомитет, пошли дополнительно. И эти, значит, для чего она была сделана более, чтобы нагрузка на председателя, значит, была, значит, то есть он, по сути, не успевает. Значит, создали отделение, значит, особенно по работе с средствами массовой информации. Это, значит, интернет нужно было, связь с интернетом, значит, с печатью и с местным населением. Очень, значит, это нужны были люди авторитетные, чтобы были, конечно. В состав вошли, потому что работа со школьниками требуется работа педагогов в основном. Более грамотные, профессиональные. В состав правления у нас вошли это 3 педагога. Значит, у нас здесь даже присутствует, значит, Николай Анатольевич Аркадьевич. Он нас ведет, значит, со СМИ. И педагог, он бывший преподаватель, директор школы, заведующий равно и тому подобное. Значит, все главные титулы. И общественный корреспондент газеты является. И, значит, мы столкнулись в основном с тем, что в уставе, главная задача ставится популяризация, значит, по службе ветеранов пограничных войск. И работа с ветеранами боевых действий. В основном вот эти вещи, популяризация. И эту задачу нужно было выполнять профессионалам. Значит, было, значит, вопросы было по сроку конференции республиканской, нужно было подвести итоги тоже.
То есть вот эти конференции должны происходить до декабря, до 22 фактически. А то у нас происходит как? В прошлом году провели в марте отчетно-выборное собрание, и, конечно, мы уже опаздывали с отчетом. А отчет, что произвести, нужно все своевременно до декабря. Это правление, задача правления. Мы, значит, заказали знамя, значит, а знамя у нас, естественно, ему нужно было положение о знамени, описание этого знамени. Потом, значит, положение, мы разработали положение о членстве, потому что членство тоже это первичная организация, должна быть избираться члены, конечно, первичной организации. Заявление подачи. Да, регламент подходит, время подходит, мы завершаем, пожалуйста. Но я хочу, значит, в конференции пожелать, мы столкнулись с тем, что все-таки у нас республиканская, она все-таки как по уставу является как первичная организация. Все-таки надо создать совет. Это совет уже не председатель, а председатель совета должно быть. А совет должно быть все региональные органы. Я хочу еще вас поздравить. Деятельность председателя удовлетворительная или неудовлетворительная? Удовлетворительно признать. Ну, спасибо. Да. И хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Надежда Георгиевна, как вы считаете, может мы молодым дадим слово? Пожалуйста, мы... Потому что торопитесь, пожалуйста. Хорошо, ребята, давайте споем. Зеленые погоны и звезды на плечах, парит над нами наш орел двуглавый. Сегодня мы уходим служить в погранвойсках, у нас в руках спокойствие державы. Над КСП летают стремительно стрижи, и о границах ничего не знают. А мы здесь охраняем родные рубежи, нас Родина на прочность проверяет. Пограндостава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Пограндостава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны. С любовью вспоминаем родной далекий дом, девчонок школу селим нас влюбиться. Здесь только 45 секунд дается на подъем, иначе нам не выжить на границе. Опять дозор уходим, сжимая автомат, мы стали здесь увереннее и строже. Опять приказ подъем, бросок, идем на перехват, граница на замке и щит надежен. Пограндостава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Пограндостава по периметру страны, мы на чеку, в состоянии войны. На море и на суше, в полях, горах, лесах, тяжелый ратный труд несем мы гордо. Зеленые погоны мы носим на плечах, и на своей земле стоим мы твердо. Российские кордоны и деды, и отцы из века в век держали, погибая. Ведь первый бой обычно принимают погранцы, с собой родных и близких заслоняя. Пограндостава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Пограндостава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны. Пограндостава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Пограндостава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны. Пограндостава по периметру страны.
Подождите. Я одно слово скажу, пока ребята не ушли. Батырцы выпустили книгу «Я служу за границей» про батырских пограничников. Как раз у них вот музей есть в Зилиске. Дарим книгу про пограничников Батырского района. Рады были сегодня побывать на вашем мероприятии и надеемся, хотим уйти у нас, потому что автобус должен отвозить детей. Для вас чай и пить организован, и этот музей зал можете посетить. Хорошо. Подождите, спасибо. Подождите. От Совета ветеранов, сейчас генералу не будем делать фразы. Вот эту думаю, генералу календарик на этот год вручаем. От Совета ветеранов музей тоже. Спасибо большое. Мы переживаем. На этот год у нас висит этот подарок от вас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Сын газету мы посмотрим, а Алексей Гаврилович потом перейдет. Хорошо. Буклеты оставьте себе. Это наш подарок. Буклеты оставьте себе. Там Большое спасибо огромное за ваш Спасибо большое. Все, продолжаем работу, да? Время идет, упорно мы выкладываемся. Так, я с большим удовольствием слово предоставляю генералу-майору Федеральной службы безопасности Тихонову Вячеславу Архиповичу. Пожалуйста, Вячеслав Ильич. Уважаемые товарищи пограничники и приглашенные, во-первых, примите поздравления с нашим общим праздником от ветеранов ФСБ. С праздником вас! Благополучия всем вашим родным. Ну что, мы с вами в одном ряду защищали и защищаем безопасность Родины. Еще в 1976 году Маргарет Тэтчер сказала, что России хватит 15 миллионов жителей, которые должны работать на Запад. А она сама, Россия, должна быть разделена до 25 отдельных государств. Потом Дзержинский и другие составили планы, и эти планы с помощью предателей начали реализовываться в 90-х годах. Что я вам могу сказать? Где-то в 92-м году, в конце года, ну, вернее, в начале года, Ельцин собрал руководителей спецслужб России и правоохранительных органов. Мы отсюда поехали с Киселевым, Михаилом Федоровичем, вы все его знаете. И когда Баранников меня попросил выступить, у нас обстановка была нормальная, мы одно мероприятие по отвлечению спецслужб Запада провели очень серьезное, 7 лет проводили после этого еще. С позиции Чувашии, потом Москва взяла и продолжила. И сегодня даже я не могу говорить об этом мероприятии, потому что оно еще живое. Что можно сказать и пожелать? Вот правильно вы назвали пограничное братство. Вот это братство нужно крепить.
друг другу помогать. Сегодня непростое время, фактически военное время. И когда хотя бы подсказкой, хотя бы чем-то другим помочь человеку, попавшего или требующего этой помощи, вот это и будет благородным делом каждого из нас. Отталкивать не надо, находить надо в каждом человеке человечность. Справедливость тогда восторжествует. Что могу пожелать вам? Вы большое, огромное дело делаете. Вот даже кадеты сейчас ушли, видно по ним. Это дело надо продолжать, расширять. А так ведь у вас у всех, у нас у всех есть родственники, есть внуки, дети, которые требуют сегодня помощи. А еще в тех годах, которые я назвал, было сказано Западом в этой инструкции американской, что нужно привлекать и отторгать молодежь от коммунистического прошлого. Так вот, когда мне Баранников сказал выступить, я выступил, доложил оперативную, политическую, экономическую обстановку в Чувашии. А потом повернулся к Борису Николаевичу Ельцину и говорю: уважаемый президент России, если так же пойдет развитие экономической, политической, оперативной обстановки по России, то через 2-3 года России будете править не вы, а будет править конгломерат, состоящий из лидеров теневой экономики, организованной преступности и коррумпированного чиновничества. Но тогда еще олигархов не было, я думаю, о теневой экономике я сказал. В зале тишина. Вышли, Филатов вел совещание это. Вышли в фойе, он объявил перерыв после моих слов. Баранников ко мне бегом почти подбежал, и тем коротким словом, которое я здесь не могу повторить, кто, говорит, тебя за язык дернул, завтра же к тебе проверку пошлют. Филатов пошлет. Но завтра не послал Филатов, а послал где-то месяца через 4. Приехал Иосиф Иосифович Леган, полковник, старший инспектор инспекторского управления. 10 человек на 15 дней. Ну, в Канаше встретил я их, но и с Иосифом мы друг друга хорошо знаем и знали тогда. Я говорю: Иосиф, ты знаешь, обстановка у нас в Чувашии лучше, чем в других регионах, нормальная. Вот. Но вот ты мне ответь, чем я вас эти 15 дней поить буду. Он говорит: да. Вот так разрядилась обстановка. Потом Леган написал книгу, двухтомник, по 700 страниц каждый том, КГБ ФСБ изнутри называется. И там вот этому приезду он аж 7 страниц посвятил. А так что, я, как говорят, с большим удовольствием вас еще раз поздравляю с праздником нашим общим. Желаю здоровья, здоровья, еще раз и здоровья, благополучия всем вашим родным. Ну, что могу сказать? Я в вашем распоряжении в любое время. Ну, а сейчас вы меня извините. У меня товарищ еще по службе в десантных войсках, мы дружим, крепко, сильно болеет. Я сейчас должен ехать к нему. И вас покидаю. Еще раз я хотел бы сказать вам спасибо за службу стране, Родине, ее безопасности. И с праздником! Извините, пожалуйста, сейчас пока генеральные формы от Совета ветеранов вручим, которым вы не против, ребята, мы чуть-чуть нарушим, хорошо? Сергей Ильич, можно полсекунды меня, пожалуйста? Я 3 слова скажу. Усадись.
Я хочу от имени наших всех пограничников поздравить с вашим праздником. Я с вами знаком лет 100, вы принимали участие в выборах в Государственном совете Чувашской Республики. Хочу подарить вот такой шапки, который я подарил начальнику пограничной заставы имени Андрея Митрофановича Тиховатова, где я 47 лет назад вышел впервые, 47 лет назад, вышел впервые на охрану государственной границы в Бресте. Бресте мы выпустили в этом году, значит, в 22-го день скорби и памяти в этот день. Такой же шапки здесь найду начальника, у вас и у меня. Поздравляю вас. Материал следующей газеты на майские мы выпускаем, в этом газете будет материал. Ну что я могу сказать? Первую чеченскую войну в феврале 95-го года я повел группу чувашских депутатов, правления депутатов. Главная задача была выпустить оттуда наших военнопленных, признанных из Чувашии. Двоих мы вытащили, а одного мы все успели расстрелять. И уже тогда мы получили данные, что когда первую уже войну поддерживает американская разведка и привезли $20 миллионов на вооружение. Доложили мы об этом, я об этом и в справке написал, она, если хотите почитать, это справка в архиве. Здесь есть, я имею в виду, в Чувашском воссоветском полковнике. Я об этой повестке. Ну вот у меня второй случай был. Вот такой эпизодичный, где фактически мы повернули правительство Ельцина. Ну а так, звали Москву, служить звали, и так далее, на лейтенантской должности, и так далее. Степак назвал. Звонит по ВЧ связи, а что такое ВЧ связь, вы знаете. И говорит, давай, говорит, лейтенантскую должность, как завтра, приезжай. Ну, естественно, генерал. Вот. Я говорю, нет, не поеду, а свою Москву. Ну что теперь сделать? Я говорю, пистолет оставь, давай справедливость. Диктуй номер, оставил. Оставил. Так что имею награду такую выступательную. А так еще раз вам спасибо, поклон от меня, низкий поклон. Я хочу столетие пограничных войск. От имени Тихона Александра Архиповича меня наградили грамотой от Ветеранов Союза. Вот выпустили книгу, мы тоже хотим подарить ему книгу от пограничных. Давайте тогда. Зал, встать. Я думал провожать. О, я. Извините. Поздравление тоже можно постоять. Генерал, присядьте, пожалуйста. Генерал, наверное, не успел сказать. Он работает. Я сказал, почему так говорю. Я сказал, что углубляйтесь, помогайте. Так же, вперед, вперед, еще раз вперед. Спасибо сказал всем. От имени Совета ветеранов ФСБ памятной медалью награждается Шорников Анатолий Борисович. Вот так, ему как это, председатель, как комментарий, да?
Служу России, пограничник братство. Также от Совета ветеранов награждает поддаться письмом за то, что выражает презентацию за добросовестный труд и военно-патриотическое воспитание молодого поколения Чувашской республики. Желаю здоровья, закончить успехов в пропаганде лучших традиций пограничных получения ветеранского движения. Вручается председатель Чебоксарского района отделения пограничного рада Григорьеву Виталию Петровичу. Служу на России, пограничному братству Чувашской республики. Включается Антонова, то есть председатель Антонское отделение Антонова Николай Гаврилович. Надо председатель Чебоксарского отделения Антонову Александру Николаевичу. Служу России, пограничному братству. Также вручает ветеранам, членам Чувашской республики 9 братства майору Михаилу Андроповичу. России, пограничному братству. Также вручается предлагаемый организатору ОБЖ Танькову Николаю Ивановичу. Остальные наши календарики сразу могут потом подойдет по районам, по одной штуке, там, по районам. Вот. Ну, газеты тоже, если посмотрю, тоже хорошо приобрели. Спасибо, Сергей Юрьевич. Вы продолжайте, можно я продолжаю? Я начал говорить. Давайте. Хорошо пришли. Так, продолжим работу, да? Да. Значит, сейчас мы слово предоставим Дрожновой Ирине Германовне, Министерство образования Чувашской Республики. Пожалуйста. Добрый день. Начну, наверное, с приятного момента, с вручения благодарственного письма за активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения Чувашской Республики. И благодарственное письмо вручается Никифорову Юрию Анатольевичу. Это у нас начальник штаба отрядов «Юные друзья пограничников» Урманского района. Огромное спасибо. Эти люди уже не первый год берут на себя ответственность по организации проведения республиканского слета, фестиваля юных друзей пограничников. И очень активно в этом принимают участие. Уважаемые коллеги, да, я не ошиблась именно коллеги, потому что именно вы вкладываете свою душу и силы в наших детей. Делитесь с ними своим опытом и знаниями. На своем личном примере показываете, как любить нашу Родину. Огромное вам спасибо за ваш труд, за ваши дела, за неравнодушие и активную позицию, за то, что вы воспитываете наших мальчишек и девчонок, это наше будущее.
Там, где пограничное братство, там обязательно высокие результаты. Это Батыревский район, который с честью и достоинством представляет нашу республику на уровне всероссийском. В прошлом году ребята из Батыревского района заняли первое место в таком виде соревнований, как «Зорница Поволжья». Это очень высокое место. Карабаш Шумушалов, Юрий Федорович здесь сидит, да? В прошлом году они принимали участие во всероссийской игре «Победа», которая проходит в парке «Патриот», где вот у нас, да, будут бывать международные игры, танковый биатлон. И среди 58 команд наши чувашские ребята из Карабаш-Шумушалова заняли 11 место. Это очень высокий результат. География пограничного братства в Чувашской республике действительно расширяется. Вот сегодня были ребята из Цивильского района. Они только еще начинают. Аликовский район, Чувашско-Сормовская школа. Они работают буквально 2 года. Но уже в этом году стали победителями в зональном первенстве среди кадетов по бальным танцам. И в этом году были приглашены в театр оперы и балета наш Чувашский, где тоже представляли свой район. Это и Бресинский район, который тоже в последние годы, последние буквально 2 года, выходит в передовики, и по итогам учебного года они заняли 3-е место в спартакиаде среди юноармейских отрядов. Огромное вам спасибо за ваш труд. Мы надеемся на наше дальнейшее сотрудничество. Вот мы гражданские, мы педагоги, очень нуждаемся в вашей поддержке. И надеемся, что действительно будем вместе с вами дальше работать. Ну а сегодня мы поздравляем вас с праздником, желаем вам, вашим близким здоровья, всех благ и удачи. И с наступающим Новым годом! Спасибо. Спасибо, Елена. Я надеюсь, что мы в дальнейшем также тесно будем работать на благо нашей Родины. Воспитание подрастающего поколения – этот вопрос актуален как никогда сегодня. Спасибо. Спасибо большое. Вам спасибо большое. И пожелать вам дальнейшей плодотворной работы на вашей конференции. Мы вас отпускаем. Спасибо вам огромное за участие. Так, сейчас мы слово предоставим Спиридонову Юрию Николаевичу, заместителю председателя Чувашской общественной организации Союза ветеранов пограничников границы. Спасибо. Сейчас будем улыбаться, смеяться, да? А все-таки все паспортные. Генерал ушел, можно гулять. Ой, тоже много говорить не буду я. Спасибо, что Филиппов меня пригласил сегодня приехать на конференцию, а сам не приехал. Вот, да. Такой наш председатель. Наступающим всех Новым годом. Всех поздравляю с Рождеством Христовым, наступающим. Счастья, долголетия, много лет жизни. И у нас такое приятное такое событие, тоже мы хотели бы от Чувашской республиканской общественной организации Союза ветеранов пограничных войск граница получить почетную грамоту. Толь, Жорик, опять тебя родного хотел наградить. Спасибо тебе за твою работу, за то движение, которое ты создал в Чувашии, и за ту преемственность поколений, которое сегодня в Чувашии есть. В России пограничное братство, да, очень приятно. Мы когда-то вместе, и сейчас тоже вместе, и встречали автомобиль, и парады ходим. Я вам много не сказал. И боевой расчет. Вы знаете, и боевой расчет, и день пограничников, все вместе мы проводим. Мы, почему? Потому что пограничники, и он в Комсомольском районе про Варламова фильм снимает, и уже сняли, снимает тоже. Вот его тоже знаем, он его друг. Он вообще из Москвы приехал, да? С Москвы приехал. Пару слов скажете, может быть? Он не пограничник. Я его тоже знаю. Он не пограничник. Слово дадим ему, нет еще? Я не пограничник, да. Ну, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать счастья, здоровья,
Ну и всего самого светлого и доброго от Господа. Спасибо, Юрий Николаевич. Спасибо. В дальнейшем будем сотрудничать. Я думаю, приедете в Шумерле еще, у нас там... Регулярно вот так. Спасибо огромное. Так, еще желающие товарищи. Рука поднимается, пожалуйста. Наш батальон. Несколько слов хочу сказать. Я являюсь заместителем председателя Батурского отделения Михаил Харитонов. Наше пограничное братство по Чувашской республике мы отметили, что в 2011 году родился. Мы родились в отделении пограничного братства присоединились в 2012 году. Мы сидели с Анатолием Быковым, я хочу подчеркнуть насчет границы. Я познакомился с Филипповым Геной. Он меня пригласил на границу, на пограничное общество, как бы сказать. И Анатолий говорит, я знаком, говорит, с Шорниковым Борисом. Куда пойдем? Выбор у нас. Я слушаю. Я небольшой привет передавай. Я вначале вступил в нашу границу. У меня там даже заявление было в начале. Я Филиппова хорошо знал, мы познакомились, он по интернету писал, пост-аляски. И мы по интернету познакомились. И вот выбор стал. Границу пойдем или пограничное братство. Был Анатолий? Такой. Было. И мы выбрали Шорникова. Ну, вам знакомы были. Ну, выбрали. Вот, не знали и Шорникову, и границу, ничего не знали. Решили работать с Шорниковым. Давайте с ним будем работать. И вот наше пограничное братство с 2012 года мы познакомились с Анатолием. Я хочу, сегодня мы про него очень мало говорим. Он 5 лет работал и, можно сказать, работал на отлично. Это нам показывает сайт пограничное братство. И то, что мы здесь присутствуем, я именно хочу от пограничного братства Батурского отделения хочу сказать ему большое, огромное спасибо за его работу, который нас сплачивает и сегодня нас всех собрал, которые являются ячейками пограничного братства районов, и мы сегодня собрались. И все это организовал наш Анатолий, во главе Анатолий и его команды. И команде хочу поблагодарить большое вам спасибо, что нас вы всех объединили. Мы каждый год приезжаем сюда, знакомимся с новыми пограничниками, знакомимся, становимся друзьями. Это очень хорошо. И мы еще воспитываем детей. Сегодня вот выступили кадеты, у меня слезы потекли. Это самая главная работа. Я вот даже удивляюсь иногда, когда телевизор смотрю, про Украину показывают. Мои ровесники, родители, их сыновья идут против России. Это вообще удивительная вещь. Проморгали своих детей. И получилось интернет, разные прочие, пропаганда сделала, вот генерал у нас выступил, он правильно выступил. ФСБ и КГБ и пограничники, они всегда впереди были. И мы сегодня являемся тоже впереди. Много, в действительности много, Анатолий поработал на славу и всем гордость. Оценку какую дадим? Оценку я бы сказал отлично, но говорят удовлетворительно, на этом остановимся, удовлетворительно. Все, принимаешь, спасибо. Большое вам спасибо, что вы есть. Хорошо, что к нам сегодня в гостях у нас и граница, все вместе мы объединились. Давайте объединяться и жить
и дальше работать. С наступающим Новым годом вас, с праздником, всех благ и крепкого вам здоровья. Спасибо. Председатель Батырского района Анатолий Быков. Мы недавно выпустили, 5 лет работали, недавно выпустили прав пограничников. Хочу сказать, я служил на границе. Здесь 1119 человек Батырского района, пограничники. Вроде думали, всех нашли, всех собрали в эту книгу. Нет, оказывается, после выпуска книги еще нашлись люди, пограничники, которые служили в пограничных войсках. Вот эту книгу хочу подарить нашему председателю пограничного братства Анатолию Шорникову, вручить на память. Спасибо большое. Поздравляю. Огромное спасибо, батырцы. Они первыми, Южный Кус, хорошая работа. Первыми они организовались, памятник поставили. Очень приятно, когда приезжал и герой России Николай Федорович Гаврилов, а также Якубович. Это не Матрева, это Шелуша. Шелуша, извиняюсь, виноват. Они раньше года. Ну, Южный Кус, хорошая работа. Комсомольский сейчас офис открыли, они дальше будут работать. Во главе Филиппова Геннадия Николаевича. Спасибо огромное, Анатолий Алексеевич. Спасибо вам большое. Спасибо. Хочу подарить книгу Шумерлинским отделением пограничного братства. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Так. Еще, да? Еще. Это пограничная граница. Спасибо большое. Вроде сегодня участвует у нас Урмарского района. Борецкий, по-моему, фамилия. Да, так есть. Мы уже некоторые уже поколения успели. Бурнавское отделение. Так, у нас еще Чивиский. Чивиский подарили уже. Марпасад. Марпасад или Аликус? Аликус. Марпасад. Ну, давай Марпасад. Так, для Аликуски не хватило, но передадим. Спасибо, Антонович. Так, уважаемые пограничники, мы как Марпасадские новое отделение, которое образовалось только в декабре 2017 году, по просьбе, вернее всего, и поддержке нашего председателя Чувашского пограничного братства Шорникова Николаевича, как бы получается, так получилось, что решили собраться, смотрели на чувашские пограничники, решили собраться и Марпасадские, вернее всего. У нас сейчас на сегодняшний день числится 86 человек по списку, пограничники. В 2018 году как бы совместно со всеми юбилейный праздник справили 28 мая. Поздравили юбилейные столетие пограничных войск, 68 человек медали, вернее всего. И справили как мероприятие. Совместно молодежью тоже приняли участие в 3 учебных заведениях, провели спортивные мероприятия. Дополнительно, как бы мы, как команда Марпасадское отделение, приняли спартакиаде, так ведь комсомольские в этом году проводили. Мы рады, тоже хотим как бы вовлечь молодежь тоже пограничное братство. Но работа у нас, конечно, как молодые, мы продолжаем. В плане работы у нас есть, тоже хотим на следующий год поставить для себя как монумент, как правильно сказать. Но на сегодняшний день не могу сказать полностью сразу, открыться. Но заказ уже подан. И постараемся, что на 28 мая постараемся сделать открытие такое. Спасибо. Спасибо, Николай Николаевич. Спасибо.
Уважаемые делегаты, здесь у нас в президиуме есть предложение такое, сделать небольшую музыкальную паузу. Я слово предоставляю Мингалеву Александру Егоровичу, значит, ветерану боевых действий в Чеченской Республике, автор и исполнитель. Пожалуйста. Здравия желаю всем. С праздником всех, значит, настоящим мужским праздником. Вот. Я что хочу сказать, вот, отметить работу пограничников. Это самая организованная, самая дисциплинированная организация. Молодцы, так держать. Ну и песни. Первые песни о Великой Отечественной войне. Нельзя забывать мужество, героизм, отвагу, которые проявили наши деды, когда защищали нашу великую Родину. На стихи ветерана-фронтовика Ивана Гришина, самарского поэта, песня «Разведка боем». Ну, песня получилась такая короткая, но, знаете, она как выстрел, ярко отражает весь боевой дух наших дедов и их стремление победить фашистов любой ценой. Поехали! Царей долго холодать, дымится собран над водой, приказ получен на суд. И тот ведет разведку боем, даже нам ночью в расход. Для спорки с нервом траншея сверкают настряжный дом. И бьют по живым мишеням, разведка боем, боем, боем. Разведка боем, боем, боем. Разведка боем, боем, боем. Разведка боем. А мы идем навстречу смерти по мглете снеговой. И больше нет для нас на свете дороже Родины святой. Встречаем мы в дыму рассвет. Победа будет вновь за нами, над головой огни ракет. И боевое наше знамя. Разведка боем, боем, боем. Разведка боем, боем, боем. Разведка боем, боем, боем. Разведка боем, разведка боем. Вот так вот примерно били наши деды немецких фашистов. Ну, дальше будем бить этих фашистов. Вот. Следующая песня тоже на стихи Ивана Акульничева, самарского поэта. Ему сегодня 84 года. Это поколение наших отцов, чье детство было опаленной войной. А песня посвящается безусым юнцам, которые торопились на фронт. Это вчерашние школьники, которым даже некоторым не было и 17 лет. Мальчишки уходили на войну. Мальчишки уходили воевать. Зимой колонны прямо с парты школьной, оставив в классе торопях тетрадь с последней недописанной контрольной. Влюбленный в звезды и в луну, и в девичьи взъерошенные челки. Мальчишки уходили на войну, завидовали им до слез девчонки. Ни разу не успев поцеловать застенчивых веснущатых ровесниц, мальчишки уходили воевать. Метель походную им пела песню, влюбленные в звезды и в луну, и в девичьи взъерошенные челки. Мальчишки уходили на войну, завидовали им до слез девчонки. Ждал поезда на дальнем полустанке зеленый необстрелянный народ, как серую солдатскую ушанку обравлена в облучьях небосвод. И Родина в том памятном году из-под заношенной смотрела в шали, как сыновья бессмертия уезжали в вагон холодный, прыгнув на году. И Родина в том памятном году из-под заношенной смотрела в шали, как сыновья бессмертия уезжали
вокруг холодный прыгнул на ходу. У нас сейчас песня, посвященная воинам, которые геройски выполняли свой воинский долг, интернациональный долг, выполняли миссию по борьбе с международным терроризмом. Это наши воины афганцы. Песня «Старая пленка», песня премьера. Я ее написал на стихи ветерана афганской войны, пограничника Геннадия Мельникова из города Димитровграда Ульяновской области. Вспомним павших героев в афганской войне. Старая пленка, мы там еще пацаны, ребята-герои афганской войны, совсем молодые. Улыбайтесь мне, и не был пока он в бою и в огне. Знакомые лица, помню всех имена. Юра и Горько, лейтенант старшина, из роты разведки стоят предо мной, и Пашка сапер за ними машет рукой. И старая полянка все это хранит. Смотрю я ее, и сердце звучит. Годы уходят, да стареем, друзья. Те, кто пропал, позабыть нам нельзя. Память все чаще не дает нам уснуть. Те, кто погиб, нам уже не вернуть. И только на снимках, кино и во сне увижу я вас, живые вы все. Перевалы и горы, пустыни, пески, как же от дома были мы далеки. Уходили по тропам в свой первый поход. Где-то на склоне встречали восход. Засадок стрелы и вперед марш бросок. А помощь, ребята, последний рывок. И гибли солдаты, выполняя приказ. Не все с той войны вернулись из нас. И старая пленка все это хранит. Смотрю я ее, и сердце стучит. Старая пленка. Спасибо огромное. Так, продолжаем нашу работу. Значит, слово предоставляется Антонову Александру Николаевичу, председателю Новочебоксарского отделения пограничного братства. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые пограничники, ветераны, приглашенные гости. Постараюсь коротко изложить свои мысли. Меня зовут Антон Александр Николаевич, я являюсь председателем пограничного отделения Новочебоксарского отделения пограничного братства. Наше отделение буквально сформировалось 17 февраля 2018 года. Мы начали с 10 человек. В настоящий момент мы в своих списках имеем 40 пограничников. Мы сразу же выстроили четкую управленческую структуру, избрали правление, двух заместителей избрали и правление.
Стараемся проводить мероприятия общегородские, стараемся участвовать в республиканских масштабных мероприятиях. Первое такое масштабное мероприятие у нас получилось, это посвященное столетию пограничных войск. Мы достойно провели его на городском уровне. Участвовали также в Параде Победы. В этом году это республиканское мероприятие получается. Сразу же мы как бы на свои средства и приложили свои финансовые средства, физическую силу, мы построили памятник село, посвященный пограничникам, проводим мероприятия в школах города по патриотическому воспитанию молодежи, учащейся молодежи, стараемся выходить на рабочую молодежь, студенческую молодежь. При поддержке Анатолия Борисовича мы тесно сотрудничаем с правлением республиканской организации. И надеемся, что мы органично влились в наше пограничное движение республиканское при поддержке Анатолия Борисовича. И думаем, что в дальнейшем будем развиваться и будем привлекать еще людей, пограничников. Сегодня буквально один еще пограничник подошел, анкету оставил. Общая оценка нашего движения пограничного регионального получается, наш регион, Чувашия, да, региональное пограничное движение. Общая оценка на отлично. Анатолий Борисович молодец у нас. Получается, он поднял с колен наше движение, как говорится, и держит на достойном уровне. Ну, сейчас вот как бы срок у него подходит к концу, нужны свежие силы. И, конечно, это правильное решение. Собирается Анатолий Борисович, но сам все скажет потом. Свежие силы, свежие идеи, новые металл как бы по-новому, да, будем дальше развивать наше движение. Спасибо огромное. Анатолий Борисович, вам тоже спасибо большое. Спасибо. Слово предоставляется Филиппову Геннадию Николаевичу, председателю комсомольского отделения. Добрый день. Сказали уже, Геннадий Николаевич Филиппов, комсомольское отделение, заместитель. Очень приятно. Про свою работу долго не буду. У нас в комсомольске около 500 человек. Также памятник поставили, книгу выпустили, во всех соревнованиях участвуем. Нашу общую работу оценивается на удовлетворительно и коротко. Тоже комсомольское отделение тоже выпустил книгу. В этом году на столетие книгу выпустили. Первый офис пограничников мы в декабре 1-го тоже открыли. Хочется эту книгу подарить нашему уважаемому другу постоянному, нашу Аксакалову Миронову Сергею Егоровичу. Вот, конечно, как Батыровский район я много книг не привез, потому что когда у нас 6-й слет на Комсомольской земле был, в основном районы были такими книжками подарил я. Но какой район еще не получил, заявку предоставьте, но этому возможность изыскиваем. Там потому что Урмары, там еще идеется, Аликова вроде у нас не было. Такой же книгой у нас в этом году нашему председателю 55 лет был. Мы никак ее, вот эту книгу не можем подарить. То по уважительным причинам, то в больнице, то на выезде, так и не можем. Уважаемому председателю ЧРО «Пограничное братство» Анатолию Борисовичу Шорникову. Служу России, пограничное братство. Комсомольское отделение, маленький подарок. Спасибо огромное. Большое спасибо. Долго не буду задерживать, потому что руки тоже поднимаются. Будем вместе работать, дальше продолжать. Как я уже сказал, работа оценится отлично. Хочется видеть в дальнейшем же этих же аксакалов, этих же людей во главе нашего управления. Спасибо. Спасибо, Юрий. Спасибо. У нас слово представляется Седревану Егору Михайловичу, председателю Шумушинского отделения. Пожалуйста, Егор Михайлович. Уважаемый президиум, товарищи, я привык
говорить, товарищи, так как я рожден в СССР, но не господа. Наше отделение тоже не отстает от соседей южного куста, то есть мы называем теперь 4 района южным форпостом. Вот. Мы также с большим размахом построили памятник, открыли его с большим размахом. На открытии присутствовали 2 героя России, генерал-лейтенант Николай Федорович Гаврилов, генерал России, полковник КГБ ФСБ теперь Бочаров Вячеслав Алексеевич и полковник, то есть капитан первого ранга, морские части погранвойск, Галимзянов, Радий Танашани, а также шоумен Якубович и певец и исполнитель, композитор из Белоруссии был. Ну, правда, открывали памятник с тяжелыми, как сказать, трудностями, с трениями с администрацией района. В то время возглавлял Фадеев Валерий Петрович район. Вот. Ну, теперь у нас глава другой, который понимает, нас поддерживает, и мы его стараемся поддерживать во всяком случае, во всех его делах. Ну, теперь так же, как и все, участвуем, как сказал Геннадий Николаевич, участвуем во всех мероприятиях республиканского пограничного братства, вот, как в Урнарах, Комсомольске, Сирийске и так далее. Если сам не успеваю, не могу, то наши члены пограничника участвуют. И вот похвально было слышать, и вот комитет посещения вот, участвующий вот, высказалась в Карабашево-Мужчинской средней школе. Директор у нас Юрий Федорович Ермолаев, пограничник, и вот он организовал там кадетский класс пограничник, так и называется пограничник. Они заняли в прошлом году в России призовое первое место. И в этом году тоже участвовали, вот, как они сказали, в парке победы в России, в Москве, на этих играх юных пограничников. Тоже отлично, в общем, нормально. И если бы были, конечно, такие пограничники во всех школах, можно было организовать во всех школах такие кадетские классы пограничников. Но этого нет, не везде. Ну вот, мое мнение такое. Действительно, наша чувашская организация пограничное братство действует в пределах закона, допустимых государством, действует правильно. И, конечно, надо бы больше нажимать всем нам на воспитание молодежи. Вот правильно сказали тут выступающие, что действительно вот на Украину упустили. Взяли в руки, эта задумка была с послевоенных лет, когда наша советская армия разгромила фашистскую Германию. Европа почти что стала социалистическими республиками. Вот. Тут зачесались заокеанские недруги, и было такое решение их, чтобы разрушить Советский Союз. Они этого добились, но минутку, добиваются теперь разрушить и Россию, вот поделить его на мелкие княжества, то есть на мелкие государства. Но мы должны воспитывать молодежь, чтобы этого не произошло в дальнейшем. И вот эту работу надо, конечно, как бы улучшить, действительно. И мое мнение таково,
что пограничное братство действует, я сказал, по закону, положению, уставам, по уставу и так далее. Графики ведутся, все нормально. И моя оценка, наша, я от имени своего отделения говорю, наша оценка, можно, конечно, поставить отлично, но, как сказали, удовлетворительно. Думаю, пограничное братство действует удовлетворительно. Железно. И в конце, товарищи, поздравляю вас с наступающим Новым годом, 2019. Желаю всем успехов, везде и всюду, вот, благополучия в семье всем, и чтобы ваш труд пошло на воспитание молодежи. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Миронову Сергею Егоровичу. Пожалуйста, Сергей Егорович. Я долго не буду разговаривать, просто конкретно хотел бы сказать, потому что мы сейчас точно пришли сегодня. У нас председатель свой срок отслужил. Я считаю, что все сказали, что удовлетворительно. Вот, оставить его председателем дальше. Говорят, что как пословица есть, на ходу лошади не меняет, правильно же? Раз есть кого-то учить, кого-то делать, кого-то еще, все это, все компьютеры, все, потому что я работаю с ним постоянно. Мы месяц, наверное, где-то каждую неделю встречаемся, так же, Анатолий Борисович, да? Вот, я хотел бы его оставить, но я хотел бы еще, вот сказали, сейчас приложение было, вести совет сделать, да, совет, он один работает. Понимаете, помощники есть у него, но они свои тоже работают, мало им. Вот еще предложить туда. Вот у нас Иванов, Сергей Иванович, где есть у нас? Был здесь, по-моему. Нету его сейчас. Вот, и вот юрист у нас, вот он юрист, он алматинский училище, потом бабушка перевели его, вот, тоже офицер, вот его бы туда включить, потому что юридические какие-то вопросы решать и помогать. Один человек не может тянуть все. Сергей Егорович, извините меня, пожалуйста, мы давайте этот вопрос будем во втором. Хорошо. Значит, еще одно предложение еще есть. Вот, у нас, вот, допустим, Совет ветеранов ФСБ Чувашии, вот у нас есть членские взносы носят. Вот этот вопрос решить тоже, чтобы носили хотя бы членские взносы, по взносы, или отделение, допустим, по районам себе чуть-чуть оставили, или там выделяли сюда, потому что каждый раз спонсоров бегать, искать, я знаю, как он бегает, спонсор искать, это очень трудно. Вот здесь, допустим, мы, вот, допустим, 1000 рублей на год собираем, это у нас, вот, хотя бы 200 рублей, хотя бы положить, это за год 200 рублей, я думаю, никто от этого не умрет. Это считайте, за месяц хотя бы 300, хоть 500, хотя бы. 60-30 рублей в месяц, это будет 12 месяцев, 350 рублей. Да, понимаете, вот это тоже вот предложение мое, как предложение. Можно больше. Да, членские взносы, решать по отделениям, по районам, решать все это эти. Потому что я здесь не буду говорить, у нас Ефремов вот был, Алексей прапорщик, у нас и там есть. От президента получил часы, благодарность. Сейчас... От главы, да, главы Игнатьева. До сих пор я его не вижу, работает, не работает, вообще. Получил и все, будь здоров. Потом кто-то... Я вообще-то ему отпустил туда. Это благодарность сейчас сами свою я ему, он работал когда... Понимаете, и кто-то... 2 года назад. Кто-то ходит, вот, удостоверение все получил, удостоверение тоже деньги стоит, правильно же? Вот это удостоверение получил, потом ходят, показывают все, а работы-то нету. Вот здесь пришли, вот патриотическое воспитание, у нас основная работа идет. Нету, где они? Кто-то получил, и все, я член, вот членские взносы не работает, идите, пожалуйста, в другую сторону. Правильно? Вот это хотел сказать. Спасибо, Юрьевич. Так, слово предоставляется Никитину Олегу Леонидовичу. Пожалуйста, Гурнарин, председатель. Уважаемые, я хотел бы в первую очередь поздравить вас с праздником Днем чекиста, или, как говорят, работников органов
безопасности, а также с наступающим праздником Новый год, Рождество. Всех благ вам, удачи во всем. Ну и Новый год как бы с чистого листа как-то начать Новый год. Ну, что мне хотел сказать? Вот правильно заметил, сказал, что вот одному человеку эту лямку тянуть тяжело, тем более в республиканском масштабе. Я сам видел, сам знаю, как это делается. Я с ним, раз как тот ездил, к Угаслову Николаю Федоровичу, попросить денег на проведение мероприятий пограничного турнира. Ну что, оставили письмо, и все на этом как бы затихло. А вот даже сегодня собрать, как говорится, вот такой кворум, да, и тоже как просто так не сделаешь. И личного бюджета этого не хватит, как говорится. Поэтому, да, я считаю, ну, за 30 рублей, как бы, да, никто не обеднеет. Хотя бы вот так, я думаю, 12 месяцев, 360 рублей. Ну, часть, допустим, в районе, часть, да, в республиканский бюджет. Потому что у нас мероприятий как бы много, и в том плане, что и по патриотическому воспитанию это самое проведение мероприятий, много как бы и пограничный турнир вот проводим летом, там на все нужны деньги, все упирается в деньги. Сверху нам никто это не скидывает, все на свои деньги делается. Поэтому одному человеку это тяжело делать. Нужно всем сообща, как говорится. Вот. Ну еще оценку, сказать. Оценку удовлетворительно. Что можно еще больше сказать? Так? Вот. Все. Спасибо. Спасибо. Пользуясь случаем, разрешите мне, пожалуйста, ровно 3 минуты. Значит, мне хочется сказать огромное спасибо, во-первых, Шорнику Анатолию Борисовичу, Олегу Петровичу Аланскому за то, что, значит, в этом году был организован автопробег под названием «На Брест». Это мы не только на экскурсию поехали, а именно он целенаправленно на 22 июня, день памяти и скорби. Я, честно говоря, может быть, даже не поехал в это путешествие, но когда узнал, что мы будем посещать одну из пограничных застав, которая находится недалеко от самой Брестской крепости, я все дела бросил и решил туда поехать. Действительно, я думаю, что каждый из вас представляет вот так побывать на той заставе, где когда-то выходил на первый раз на государственную охрану государственной границы, значит, начальник заставы Геннадий Николаевич подтверждает, встретил нас, мы обнялись с ним, так сказать, майор Роман Григорьевич, очень такой добродушный человек. Потом, значит, мы что удивились потом, когда уже мероприятие прошло, значит, он на велосипеде свою девочку, дочку посадил на багажник и едет. Он нас узнал, поскольку мы в форме, он без формы, он остановился, говорит, я сейчас ведь, говорит, на службе. Почему? Потому что здесь многие, говорят, туристы днем, а вечером они нарушители. Понимаете, это меня так поразило. То есть вот именно служба, значит, работа вот этого, значит, пограничника, она такая многогранная и очень ответственная. И мне, честно говоря, сегодня горжусь тем, что я побывал на этой заставе. Еще нас поразило то, что мы там боевой расчет, принимали участие на боевом расчете, аж по коже мурашки. Честно говоря, так было проведено на высочайшем уровне, там, где генералы были, значит, там назвали и чувашскую делегацию, что там мы там были. То есть мы сделали, я думаю, что большое дело. И поэтому от всей души хочу сказать огромное спасибо организаторам вот этого мероприятия. Потом мы уже с главой района, он тоже пограничник, он говорит, как бы туда я хотел попасть.
я ему говорю, если вы поедете, меня обязательно возьмите, пожалуйста, потому что план-то мы не выполнили. Еще там начальник заставы, который за руку здоровается с Лукашенко, тоже, между прочим, пограничником, я с ним перезванивался, мы ему медаль я передал 100 лет пограничным войскам, я его оставил в музее, он не смог туда приехать. И поэтому еще планы не все выполнены, и поэтому мы мечтаем еще туда попасть. В городе мы у себя провели 27 числа впервые, значит, боевой расчет. На этом боевом расчете мы вручили 120 медалей, значит, юбилейных. Мероприятие получилось хотя первый раз, но я думаю, что правильно. А 28-го тоже, значит, мы, как всегда, в военкомате, потом вечный огонь, живые цветы, а потом мы едем туда, как говорится, мы ее называем кордоном, где Сурский рубеж, там пограничный наш знак стоит, и поэтому мы там завершаем наш день. Я что хотел бы сказать? Вот правильно сказал Сергей Егорович насчет финансового вопроса. Действительно очень сложно. Я в этой работе занимаюсь с 2002 года. Ни один день пограничника я не пропускал. Я себе хорошо, хоть у меня дома понимает, бывает с кармана выходят деньги. Да, действительно, мы не какие-нибудь там игрушки кладем, обязательно живые цветы там. Еще много таких, газ зажигаем, обязательно у нас вечный огонь горит. Впервые мы сделали, так сказать, больше нас десантники сегодня не зажигают. То есть, я думаю, что нам нужно все равно как-то решить, надо именно, чтобы какой-то в течение года какую-то сумму внести. Мне кажется, от этого не теряем. Большая задача у нас стоит, это значит открытие нашего памятника. Когда мы в прошлом году поехали с этой конференции, как раз сразу уехали, нам назвали 1,5 миллиона, это мы не одолеваем, не получается, и будем над этим работать. Всем спасибо за то, что вы сегодня принимаете участие. Дальше я хотел бы слово представить. Пожалуйста. Еще можно? Можно, пожалуйста. Уважаемые, вы, наверное, все как бы знаете, что вот прошлую конференцию, прошлой не было, наверное, позапрошлую конференцию был наш земляк Батаревский, родом с Батарева, Петя Кудряшов. Его, как бы, не стало буквально после столетия погранвойск, мы его проводили последний, как бы, ушел в вечный дозор. Буквально на днях, вот вчера, мы 40-й день, как бы, Владимира Антоновича Михайлова. Тоже, как говорится, вот, был года 2, наверное, назад, здесь вот на конференции мы присвоили, как это называется, заслуженные работы культуры Чувашской республики, да. Чувашии. В форме старшины он всегда был. Вот. То есть заслуженные, как бы, работы культуры. Вот. И Виталий Семенович тоже Ажаков вот приезжали. На следующий день они тоже вот хоронили пограничников. Я хочу все сказать. Давайте помянем всех, кто не должны быть сегодня. У нас афганец ушел. Так, минуты молчания, почтим память тех, кого нет сегодня с нами. Спасибо, пожалуйста. Так, там рука поднималась, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, разрешите представиться, Сашко Николай Юрьевич, председатель правления. Много говорить не буду, стараюсь уложиться. Во-первых, просим прощения за прошлогоднюю неявку, сложились обстоятельства. Мы это вместим, как говорится, общими делами. Так, ну, начну с главного. Наше отделение образовалось в 2016 году. В 2017 году мы общими усилиями пограничных районов пограничникам открыли монумент, достойный монумент, я считаю. Вот. В этом году торжественно провели 100-летний юбилей. И одно из главных тоже мероприятий связано. В этом году мы открыли
памятную доску памяти кавалера Ордена Мужества, старшего лейтенанта погранслужбы, погибший при исполнении воинского долга на Северном Кавказе. И утвердили ежегодный турнир памяти кавалера Ордена Мужества, который будет проводиться, который в этом году впервые провели среди школьников в деревне Айбечи Брестинского района. Вот. Далее. Про планы я говорить не буду, потому что слишком много времени займет, но постараюсь вкратце объяснить. В следующем году мы планируем установить 2 пограничных знака в виде пограничных столбов в деревне Айбечи, которые планируем провести, открыть на турнире, на втором турнире памяти Игоря Чупунова, в честь которого мы планируем проводить ежегодный турнир. Далее второй пограничный столб планируем установить в поселке Липовское Брестинского района памяти героя Российской Федерации, подполковника пограничной авиации Константинова, в честь которого проходит каждый год турнир по волейболу. Вот. И в наше отделение люди потихоньку подтягиваются, видят нашу работу, мы принимаем активное участие по мере возможности, но тем не менее стараемся выезжать, выходить, принимать участие в делах, в мероприятиях, которые проводит юная армия, и мы сами вот выезжаем на уроки мужества. Вот в этом году планируем провести завершение года, планируем провести еще пару уроков мужества с выездом в район. Оценку надо говорить, да? Ну да, обязательно, конечно. Отлично. Ну, это меньше, чем удовлетворительно, да? Николай Юрьевич, я, извините, конечно, я хотел вас поправить. Я никогда вот этот наш знак не называю его столбом, честно. Давайте будем называть его памятный пограничный знак. Он никак не столб. Столб бывает телефонный и так далее и тому прочее. Я вас очень прошу. Спасибо. 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 Сейчас, секундочку, вот хотел передать Анатолию Борисовичу две анкеты, которые для распределения людей. Всем спасибо. Спасибо, Николай Юрьевич. Так, еще раз пожалуйста. И в лесе, да? Я с места, наверное, задам вопрос. Что-то я ничего не понял, что произошло. У нас что, 2 отделения в Бресте? Ну это я, честно говоря... Для всех, чтобы это не было как бы этим непониманием, что ли. Председатель правления есть Фадеев Анатолий Александрович. Это кто? Председатель отделения, я хотел бы... Какого отделения? Правление Узбекского отделения. В настоящее время у нас число управления. Может быть, пояснить мне? Это вы на местах решайте, пожалуйста. Уважаемые товарищи, давайте так мы с вами договоримся. Нет, я понял. Давайте мы с вами договоримся, вот этот вопрос косвенно хотя бы во втором вопросе, когда ко второму вопросу подойдем, да, будем про это говорить. Так, еще желающие выступить по докладу. Сзади, смотрю, рука поднимается. Чебоксарский район. Можно? Ну, можно, да, пожалуйста. Так, укладываемся в регламент, пожалуйста. Уважаемые ветераны, в первую очередь я хотел бы поздравить вас с наступающим Новым годом и нашим праздником ФСБ. Наше отделение Чебоксарского района, как отделение, оно существовало еще с 8-х годов, 2008 года. Но в пограничное братство мы вступили в прошлом году, в феврале месяце, Чебоксарского района. Я что хотел, коротко хочу сказать, что отделение на сегодняшний день числится более 100 человек. Это члены пограничного братства. А остальные, да, в нашем районе все-таки где-то порядка 700 человек. Но именно членов пограничного братства более 100 человек. Но я считаю, что Чебоксарского района оценку я дам 4 с плюсом.
Выше сказать не надо пока. Ну, еще раз хочу поздравить вас с Новым годом. Спасибо.